Министерство иностранных дел США заявило, что примеров нарушения прав человека, происходящих в Китае, в частности репрессий уйгуров, не было с 1930 года. В ежегодном докладе по правам человека в странах мира министр иностранных дел США Майк Помпео осветил вопрос нарушения прав человека в Иране, Южном Судане и Никарагуа. Помпео особо отметил Китай, стоящий в особой категории в вопросе прав человека. По сообщениям Туркестан Пресс, в одном из лагерей Кашгара были убиты два известных и уважаемых среди народа медицинских специалиста. Убитые Тургунджан Обулкасым и Курбан Хаджи были владельцами частных клиник в Вене-Хисари. В рамках проекта «Единый пояс, единый путь», запущенного 2 года назад, Китай планирует построить международный мегабазар в Восточном Туркестане. Ужесточение репрессий и геноцида мусульман-уйгуров, казахов, киргизов и узбеков – наглядное тому доказательство. Центральное народное радио Китая сообщило, что международный торговый центр, построенный ценой жизни более миллиона человек и находящийся между Хоргосом и границей Казахстана, это первый международный рынок для свободной торговли, открытый китайскими властями. В Сенате США был одобрен законопроект о выводе американских военных сил с Йемена, оказывавших прямое или косвенное влияние на ход событий в Арабской Республике. Законопроект, за который проголосовали 54 депутата, станет большой преградой перед политикой Трампа в отношении Саудовской Аравии. Китай строго осудил заявление тайваньского лидера в отношении слов китайских властей «одна страна, две системы». Цай Инг-вен ранее заявил, что эта система не сможет стать будущим Тайваня. Пресс-секретарь китайского отдела по Тайваню Ан Финшиан считает, что старания лидера Тайваня не принесут никаких результатов.